ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 13:00. СК «Буревестник». Первый кубок вооруженных сил Российской Федерации среди видов и родов войск. Посвящен он государственному празднику – Дню России. В турнире участвуют 6 команд. Пограничники, ВДВ, внутренние войска, сухопутные войска, команда Министерства внутренних дел и команда военно-морского флота. Сейчас пока идут, игры в группах. Вот в первой группе уже закончились. Сухопутные войска в первой группе победили. Я в том числе представляю этот род войск. Первую игру мы сыграли очень тяжело, но выиграли 2-1. Вторая игра немножко сложилась более успешнее. 4-2 мы обыграли внутренние войска. Победить команде сухопутных войск помогла правильная тактическая расстановка. Хотя, как признаются участники, никаких предварительных тренировок не было. Собрались впервые в этом году. Участвуют как обычные горожане, так и сотрудники преподавателей УГТУ, члены Союза ветеранов афганской войны и событий в Чечне. Праздник был День независимости России. Да, независимость России – это обеспечит вооруженные силы. Почему вы еще раз не напомните о вооруженных силах России именно таким способом? И кликнули крич. У нас сначала было 4 команды, потом в конце образовалось 6. И каждый доказывает, чей род войск сильнее. Ну, вообще мы считаем, что вооруженные силы наши, они самые сильные, а в них самые лучшие рода войск. В регламенте нет строгих ограничений по возрасту или по уровню мастерства. Самому молодому футболисту 25, возрастному 65. Вот-вот определится победитель во второй группе и начнутся полуфинальные и финальные игры. В финал выйдут 4 команды. Первая игра была у нас с МВД, с теми, кого я знаю и с кем я тренируюсь. Периодически, игра очень тяжелая, упорная. 1-0 мы, конечно, победили. Вторая игра была у нас ничья, с морпехами играли. Организаторы планируют сделать турнир традиционным и проводить его в честь Дня России ежегодно. Таким образом, объединятся все рода войск. В завершение турнира призеры и победители получат дипломы. За первое место команде достанется Кубок Вооруженных сил Российской Федерации.